الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Альхамдулиллах, дорогие братья, продолжаем с вами изучение тафсира, толкования суры «Пещера», «Аль-Кахф». И последнее, о чем мы говорили, это то, что юноши, которые пробыли в пещере 309 лет, по воле Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, укрывшись в ней для того, чтобы сберечь свою религию, сохранить ее, они очнулись, и при этом они даже не ощутили, не почувствовали того срока, который они там пробыли. И проснувшись, они даже начали излагать различные мнения, думали, сколько они там пробыли. Кто-то сказал целый день, кто-то сказал часть дня. Но в итоге они прекратили эти бесполезные споры, бесполезные размышления и сосредоточились на насущных проблемах, а это поиск пищи и питья. И таким образом они отправили одного из своих людей в город, но при этом ему дали наставление, чтобы он не рассказывал о себе другим, чтобы они не прознали о них. Ведь если о них узнают, то они боялись за себя, за свою жизнь, и больше всего они боялись за свою религию. Как в последнем аяте, который мы растолковали, они сказали: «Иннахум иязхару алейкум ярджумукум ау юайдукум фи миллатихим, валан туфлиху идан абада». Ведь если о вас узнают, то они непременно забросают вас камнями, побьют вас камнями или же вернут вас на свою веру, обратят вас на свою веру, и тогда вы уже точно никогда не преуспеете. И далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Аллах говорит: и таким образом мы дали людям узнать о них. Юноши скрывались, один человек пошел за едой, и тут толкователи Корана вот эту историю приводят из различных источников, да, как это все происходило. Потому что один юноша, когда пошел на рынок, он, конечно же, в первую очередь очень сильно удивился тому, как город изменился за все эти 300 лет. Ведь, по их мнению, они только вчера укрылись в пещере и ушли отсюда, а за это время уже нет ни знакомых лиц, ни знакомых людей, вообще улицы стали неузнаваемыми, и город изменился. И юноша, весь удивленный, он направился на рынок для того, чтобы прикупить пищи. И когда он взял пищу, он достал монеты серебряные, которые у него были для того, чтобы расплатиться. И покупатель, и продавец, взяв эти монеты, он тоже удивился этому. Что это за монеты, откуда они у тебя? Да, таких монет уже нет вообще, да, незнакомые нам. То есть уже монеты, то есть уже валюта, монеты, они уже поменялись за эти сотни лет. И тогда юноша начал говорить: я только вчера здесь был, вот, и у меня вот эти были монеты. И торговец, удивленный, позвав также своих знакомых, они в итоге сошлись на том, чтобы этого юношу отвезти к правителю, к царю, к правителю города. И придя к правителю, юноша поведал всю эту историю. Всю историю, которая с ними произошла, о том, что они укрылись в пещере, о том, как они проснулись, и, проснувшись, обнаружили, что мир абсолютно изменился. И люди тогда поняли знамение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах об этом и говорит: и таким образом мы дали людям узнать о них. Мы дали людям узнать о них. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Чтобы они поняли, что обещание Аллаха, оно истина. И судный день, час, в нем нет сомнений. То есть вся история, вот это событие, чудо этих юношей, в этом было заложено мудрость Всевышнего Аллаха. Это показать людям на примере
что воскрешение после смерти, оно истина. Мы их усыпили, пробыли сотни лет, потом они очнулись, пытались скрыться, но Аллах Субханаху ва Тааля выявил их, люди о них узнали, их историю прознали. Для чего это все сделал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля? Чтобы народ, в котором они жили, в то время увидели воочию, поняли, что обещание Аллаха, а под обещанием Аллаха здесь подразумевается воскрешение после смерти душой и телом. И, как говорят некоторые ученые, в то время они разногласили даже по этому поводу. Некоторые утверждали, что воскрешение коснется только души, то есть даже то, что судный день коснется только души. Однако мы знаем, что воскрешение в судный день, оно будет и душой, и телом. Если даже тело человека сгнило, а душа, она не погибнет, в судный день Аллах Субханаху ва Тааля воскресит это тело заново, и душа вернется в это тело для того, чтобы предстать перед Аллахом для ответа. И вот этим примером Аллах Рабба Субханаху ва Тааля, Он показал свое величие и могущество тому народу, что вот юноши, которые исчезли 300 лет назад, они сейчас перед вами, и они абсолютно не изменились своими телами и обликами. И Аллах Субханаху ва Тааля, который способен на это, Он способен также вернуть вас в то обличие, вернуть вам тот облик, при котором вы были умерщвлены в судный день. И для него это не составляет никакого труда. Ва'д Аллахи хак. Обещание Аллаха – это истина. Каждый после смерти предстанет перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И то, что час здесь, час – это одно из имен судного дня. Ас-са'ату – час. У судного дня много имен упоминается в Коране. Сура Аль-Фатиха мы читаем Яумуддин – день воздаяния, когда каждому воздастся за его деяние. Яумуль Кияма – день стояния. И также вот это имя, одно из имен судного дня – Ас-са'ату – час. В этом аяте упоминается. И час, то есть судный день, в нем нет никакого сомнения. Он непременно будет. Когда он будет, знание об этом только у Всевышнего Аллаха. Однако у нас есть признаки, о которых сообщил нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда история этих юношей проявилась, народ, когда юноша был у царя, он рассказал историю, и тогда вместе с правителем города и другими людьми они направились к пещере, чтобы увидеть других людей. И тут различные мнения приводят ученые, говорят, что юноша попросился пойти первым для того, чтобы предупредить остальных, чтобы они не пугались, и, зайдя в пещеру, он исчез, так же, как и исчезли другие обитатели пещеры. Другие же говорят, он зашел туда, они вышли, все вместе с народом повидались, с правителем, и затем они обратно зашли в свою пещеру для упокоения, и там они умерли. То есть сводится на том, что они после воскрешения, после того, как проснулись, повидались с людьми, и люди узнали их истории и познали это чудо, после этого они долго уже не прожили. Потому что смысл их жизни уже, который заложил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, он был осуществлен. До людей была доведена истина, информация наяву, что жизнь, воскрешение после смерти, оно будет, и нет в нем никакого сомнения. И, значит, они в своей пещере были умерщвлены, они умерли, и тогда народ начал задумываться, а что же делать с этой пещерой, где они похоронены, где они находились, и начали разногласить, как Аллах говорит, وَإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. И вот они начали спорить с друг другом относительно этих юношей и их дела. И тогда одни сказали, давайте فَقَالُ بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, давайте застроим эту пещеру. Застроим эту пещеру. И, как говорят некоторые толкователи, как Ибн Ашур, к примеру, то, что они боялись большого количества посетителей, которые будут приходить в пещеру, их тела беспокоить, их останки беспокоить. И для этого давайте, говорят, застроим вход, и все, и не будет никто приходить туда. Однако, и Аллах знает лучше об их деле. Однако те, кто обладал властью среди этого народа, они сказали, мы непременно возведем там мечеть, место поклонения. Они таким образом, по повелению правителей, возвели там место
поклонения. И тут ученые говорят, то, что это либо было в шариате, то есть в религии обладателей Писаний, которые жили до нас, или же это было новшество, которое они сами впоследствии также ввели в свою религию. Пророки их к этому не призывали, но они к этому начали потом сами, скажем, новшество в религии ввели и начали возводить над могилами святых пророков, начали возводить храмы. И мы знаем, что это у нас запрещено категорически. Ведь пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который приводится в Сахихе Аль-Бухари, да, и в Сахихе Муслиме, достоверный хадис, говорит: «Ла'ан Аллаху ль-яхуда ван-насара иттахаду кубура анбияихим ва салихихим масаджида». Всевышний Аллах проклял яхудов и насара, обладателей Писания, которые возвели храмы, да, и взяли могилы своих пророков местами поклонения. Могилы своих пророков и святых они взяли местами поклонения, из-за этого они заполучили проклятие Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И если бы в этом было благо, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, воздвигал бы храмы и мечети над погибшими сподвижниками, возвел бы мечеть над погибшими при Ухуде, где также был похоронен его дядя Хамза, или же сподвижники возвели бы мечети над могилами великих сподвижников других. Если бы в этом было благо, это было бы узаконено. Однако этому нет примеров. И, следовательно, из этого достоверного хадиса его нам достаточно. Запрещается категорически брать, устанавливать дома поклонения, храмы над местами захоронения людей, кем бы эти люди ни были. Однако тут Аллах Субхану ва Тааля приводит историю этого народа и то, что они возвели храм, мечеть у пещеры, где находились эти юноши. Это ни в коем случае не является доводом на дозволительность этого. Нет, это лишь упоминание действий, которые они совершили, этот народ. Таким образом, юноши, они свой срок прожили, и через них Аллах Субхану ва Тааля показал свое чудо и свое величие. Далее Аллах Всевышний Субхану ва Тааля приводит слова многобожников, которые жили в Мекке и пререкались с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, относительно истории Асхабуль Кахф, обладателей пещеры. Ведь если мы вернемся вообще к самому началу, к предисловию, к вступлению к суре, мы помним то, что ученые приводят в качестве причины ниспослания аята, то, что многобожники спросили у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, касательно обладателей пещеры. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: я вам непременно о них расскажу, поведаю. И затем была ниспослана сура Аль-Кахф в ответ на вопрос многобожников, мушриков. И тут приводятся их слова. И они говорят: «Саякулуна thalathatu раби'ухум кальбухум, ва якулуна хамсатун садисухум кальбухум раджаман бил гайб». И они говорят, их было 3, а 4 из них была собака. Или говорят, их было 5, а 6 из них была собака. Раджаман бил гайб, они пытаются тем самым достичь сокрытое. Пытаются достичь сокрытое. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, или же говорят они, что их было 7, а 8 из них была собака. قُرَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Скажи же, что мой Господь знает лучше о их количестве, и не знает об этом лишь, малая доля людей, которым Всевышний Аллах поведал это. Здесь приводится опять, вот та же, как из предыдущих аятов, как мы приводили, о некоторых спорах и беседах, которые не несут в себе никакой пользы для дунья и ахирата. Всевышний Аллах говорит: вот они говорят, приходят с тобой и спорят. Их было 3, а 4 была собака. Их было 5, а 6 была собака. При этом они пытаются таким образом, роджибан биль гайб, они бросают камни в сокровенное. То есть это как выражение такое в арабском языке, как будто ткнуть в небе, в русском языке такое. То есть нету никакого знания, нет никакой доказательной базы, просто наугад. Просто они наугад говорят: нет, 3 их было, нет, их было 5 и так далее. То есть и тут Аллах Субханаху ва Тааля что говорит в конце этого?
«Кур Рабби а'ляму би'иддатихим». Скажи им, мой Господь знает лучше их количество. И таким образом, это еще один из аятов сури Аль-Кахф, где Аллах Субханаху ва Тааля показывает то, как мусульманин должен действовать в подобных ситуациях, в подобных спорах и разговорах. Если разговор, спор не несет в себе никакой пользы для твоей дунья, для мирской твоей жизни, оно не прибавит тебе ничего в этом мире, ни твое здоровье не укрепит, да, ни твою семью не укрепит, не воспитает твоих детей, не прибавит тебе имущества и так далее. То есть в дунья нет никакой в этом пользы абсолютно. И также она не несет, тем более для ахирата, следующей жизни. Она не увеличит твою богобоязненность, не увеличит твою набожность и не увеличит твою степень перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля, то эти разговоры, что? Они абсолютно бесполезны, и не нужно тратить время на них. И удивляешься некоторым людям, которые влезают в эти вопросы, начинают спорить еще с друг другом в таких вопросах, как вот, например, их было 3, нет, их было 5, нет, их было 8, нет их и так далее, и так далее. Вот эти споры, они всегда нужно таких споров остерегаться и избегать, ведь в них нет никакой практической пользы. А мусульманин это время может занять чем-то полезным, поминанием Всевышнего Аллаха, получением знаний, чтением Корана, принесением пользы друг другу и так далее. И таким образом Аллах Субхану ва Тааля приводит их слова. Касательно этого аята, тут у ученых есть мнение в итоге, сколько же их все-таки было. Все-таки сколько же их было. Из этого аята некоторые ученые предположили, что их все-таки было 8, а 9 из них было их 7, а 8 была собака. Потому что если вернуться к аяту, то Аллах говорит: ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Они говорят, их было 3, 4 была собака, их было 5, 6 была собака, и этим они пытаются достичь сокровенное. То есть, получается, на первые 2 утверждения Всевышний Аллах сделал опроверг это мнение, сказав, они пытаются достичь сокровенного. Однако 3 мнение, что их было 7, а 8 была собака, после этого он не сказал таких слов. Он не опроверг эти слова. И поэтому некоторые ученые, муфассиры, сказали, что более предположительно, что их все-таки было 7, а 8 была их собака. То есть это пользу из аята они извлекли. Однако знание, на самом деле, сколько же их было, оно практически никакой пользы не несет абсолютно. И далее, и Аллах говорит: «Кур Рабби а'ляму би'иддатихим». Скажи же, мой Господь знает лучше о их количестве. «Ма я'лямухум илля калиль». И знает о них лишь малое количество. И далее он говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, как обращаться и поступать, когда к нему приходят с подобными вопросами. «Фаля тумари фихим илля мираан захиран, валя тастафти фихим минхум ахада». И если они станут с тобой спорить касательно этих вопросов, подобных вопросов, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا, то не вступай с ними в спор, кроме как сказать, мираан ظاهرا в арабском языке применяется. Это когда человек отвечает на спорный вопрос ответом, после которого спорящий уже не сможет никак возразить. К примеру, вот пришел кто-то из мушриков, говорит тебе, их было 3, а 4 была собака. Если ему сказать, нет, их было 5, а 6 была собака, то он может нам также ответить, потребовать у нас какого-то довода, потребовать у нас какого-то доказательства, то есть можно продолжить спор, привязаться к этим словам. А мираан захир, спор, за которым нельзя придраться, это, к примеру, как Аллах говорит: «Кур Рабби а'ляму би'иддатихим». Скажи, мой Господь знает о них лучше. То есть это уже заканчивание спора таким образом, когда к твоим словам уже нельзя никак придраться, привязаться. И это урок, как нужно в таких ситуациях поступать. Это был урок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и он нас также касается. То есть, видишь, бесполезный спор. Кто-то начинает заводиться, начинает какие-то вопросы задавать. Вот такими фразами, Аллаху ведомо лучше, нужно прекращать спор. Чтобы
этот спор дальше не продлевался и не занимал наше время. И говорит: «Валя тастафти фихим минхум ахада», и не спрашивай о них, то есть о количестве этих юношей, ни у кого. И вот этими фразами, словами «и не спрашивай о них ни у кого», говоря пророку, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах субхану ва тааля подчеркивает тем самым незнание других людей, незнание многобожников, никто об этом не знает, поэтому нет смысла у них и спрашивать о количестве этих людей, которые жили в пещере. На этом, иншаллах, закончим. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله